Главные новости республики на ТНВ. Это началось отнюдь не вчера. Еще в начале 90-х годов, в самый активный период национального возрождения, впервые заговорили о создании Татарского национального университета, который должен был стать своеобразным маяком для татарского народа, возродить и поднять уровень татарского языка до языка науки, культуры и политики. Тогда сама идея такого университета охватила всю творческую и научную интеллигенцию. В каждом крупном городе собирали подписи в поддержку создания национальной высшей школы. В Нижнекамске тогда только за одну неделю подписались свыше 11 тысяч человек. Бывший народный депутат Верховного Совета Татарстана Фандас Сафиуллин до сих пор у себя дома хранит эту большую красную амбарную тетрадь, как свидетельство тех исторических событий. Язык можно считать сохраненным, если он становится языком науки, высокой культуры и закона управления государством. Законопроект о создании первого национального университета депутатами Верховного Совета был принят в июле 1994 года. Однако его строительство затягивалось, время шло, разговоры постепенно угасали. В итоге проект был реализован, но отнюдь не стал воплощением народной идеи. В здании бывшего детского сада под проектом национального университета открыли Татарский гуманитарный институт. В начале 2000-х годов в Казани открыли Татарский гуманитарный институт. Целью этого института как раз и было формирование национальных кадров. Вуз был традиционным, с татарским языком обучения, но гуманитарной направленности. То есть там обучали будущих педагогов и воспитателей для национальных школ. Вот как раз из-за низкой востребованности и низкой популярности среди абитуриентов его ликвидировали спустя 5 лет. То есть национальное учебное заведение смогло просуществовать только 5 лет. Сегодня от него осталось только одно. Это название остановки. Гуманитарный институт на улице Ибрагимова, там, где как раз он и находился. Каким же должен быть национальный университет в полном смысле этого слова? Вопрос, на который в республике не могут ответить до сих пор. Как высшую школу не превратить в среднестатистическое педагогическое учебное заведение? Тем более, что неудачный опыт в Татарстане уж точно есть. Он должен стать центром развития татарского языка, то есть быть сугубо гуманитарным, готовить только учителей татарского языка и литературы, или же формировать национальные кадры для всей научной сферы, то есть обучать специалистов по всем направлениям – биологов, химиков, физиков, технологов, специалистов, которые могли бы работать на 2 государственных языках. Казалось бы, цель определена. Президент Татарстана во время послания озвучил задачу создать в республике высшую национальную школу. А вот сам путь к этой цели пока выглядит весьма расплывчато и туманно. По словам экспертов, в области национального образования времени на долгие споры и бурные дискуссии, как это было в начале 90-х, уже нет. Для формирования будущей национальной элиты нужен не гуманитарный вуз, такие уже есть в республике, а университет широкого профиля с математической, технической и информационной подготовкой. Основная часть выпускников нового вуза в лучшем случае появится лет через 10, тогда как двуязычные кадры нужны уже сейчас, в том числе и в национальные школы. Безне хәзер татар мәктәбенең нинди моделен төзесәк тә, анда эшләргә кеше юк. Һәм булмаячак. Уже 4 ел әзерләнми укытучылар. По словам Марата Лутфуллина, через 15 лет татарские школы перестанут существовать из-за нехватки учителей, преподающих на татарском языке. Для поддержания системы образования сейчас планируется выпускать 75 специалистов в год, а надо их не меньше 700. Профессиональная подготовка учителей в Татарстане, преподающих не татарский язык и литературу, а такие предметы, как химия, биология, физика, практически уже не ведется. Татарские отделения закрылись в Казанском технологическом университете, а также в других крупных вузах республики. Эта система, она жизнеспособная. То есть я сам в ней участвовал как декан, набирал ребят для обучения в двуязычных группах. Группы из года в год в течение 5-6 лет были лучшими на курсе. Это не из-за того, что там вот татары умнее, это совершенно совсем не так. Просто был уже более жесткий подход к отбору, более жесткий отбор к обучению, к комплектованию групп. Ну, может быть, в каком-то плане менталитет людей сказался, они были более такие старательные, вот так вот.
По словам Исмагила Хуснуддинова, в Татарстане уже сейчас есть все возможности для создания своего национального университета. Аккредитация, создание материально-технической базы, строительство новых зданий, комплексов, кампусов. Для нового вуза потребует много сил, денег и времени. Университет должен быть и будет, но действия нужны уже сейчас. На начальном этапе проект открытого национального университета можно воплотить с минимальными затратами и максимальной отдачей. И не нужно изобретать велосипед. Можно возродить или создать татарские отделения во всех крупных вузах, как это было еще пару лет тому назад. Если раньше педагоги работали исключительно на энтузиазме, то теперь нужно создать максимально благоприятные условия. Жесткий отбор при приеме, чтобы в татарских группах учились только лучшие, повышенная стипендия у студентов, будущих двуязычных специалистов и денежная надбавка учителям, работающим в билингвальной среде. Можно сказать, здесь и сейчас, да? Вот прямо сейчас можно внедрять. Вот, грубо говоря, если такое решение будет принято, да, то можно вот пройти пешком до КФУ, можно пешком пройти до КАИ, можно пешком пройти до КХТ и начать эти переговоры. И я вам гарантирую, что они закончатся успехом. Ул иң реаль проект һәм бөтен кеш республиканыкы аңа юнәлтелгән булырга тиеш. Бу кешеләр бит үзләренә эш таба алмаячак диләр. Бу кешеләр ике телле, аларның квалификацияләре киңрәк. Әгәр дә теләүче булмаганда алар рус телендә дә эшли алалар. Вот рус телендә генә хәзерләнгән укытучылар алар куркынычрак, чөнки алар рус телендә генә эшли алалар. По мнению экспертов, такие национальные кадры будут востребованы на рынке труда. Куда бы они ни пошли работать, в школу, на производство или же в научную сферу. Они будут владеть своей профессией со знанием как минимум 2 государственных языков. Это станет и своеобразным стимулом для родителей-школьников, которые увидят преимущество полилингвального образования на деле. Тем более, что в ближайшей перспективе открытие и 3-язычных школ в комплексе с детскими садами. Тогда и сложатся все пазлы в системе национального образования. Ильзира Юзаева и Андрей Мохов. 7 дней.